Приветствуем вас, дорогие телезрители нашей многонациональной республики Саха-Якутия. Приветствуем вас в русской избе Дома дружбы народов, Дома культуры имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Сегодня к нам приехали из города Алекминска для участия в республиканском конкурсе «Полярная звезда» разные поколения ямщицкой, русской, казачьей культуры Алекминского улуса. Про своих предков сегодня нам расскажут наши дамы, которые приехали из города Алекминска, вокальный ансамбль «Ивушка». Итак, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Митякина Анна Алексеевна, я руководитель вокального ансамбля «Ивушки». Наш ансамбль организовался в 1997 году. Основателем является Сергей Кузаков. Был сначала дуэт, потом образовался ансамбль уже более большой, и девушки коллективно решили назвать его «Ивушки», потому что песня у них была «Ивушки». Из-за этого ансамбль стал называться «Ивушки». Через некоторое время у нас руководитель поменялся. Это стала Алла Тимофеевна Викторова руководителем. И она, в свою очередь, подарила нашему ансамблю свою авторскую песню «Ямщик», которую сама написала. И вот мы ее поем, исполняем. Ну а в 2013 году руководителем пришла я, совсем молодая, неопытная, но вот с годами научилась, как говорится, собрала. У нас есть старейшины, так скажем, коллектива. Это вот Коржова Мария Всеволодовна, Богатырева Елена Николаевна. У нас, это не полностью коллектив, у нас 12 человек. Из них у нас есть еще двое. Это Котлемятова Нина Николаевна и Янкова Татьяна Григорьевна. Это самые основатели этого коллектива, которые остались с нами до сих пор на протяжении уже 25 лет. В наш коллектив еще вот ходит Одинцова Ольга Михайловна, Моисеенко Надежда Алексеевна, Червинская Наталья Владимировна. И она твоя мама, да? Да, это моя мама, это моя сестра. У нас тут, как говорится, клан. Меня зовут Мария Всеволодовна Коржова. Я тренер-преподаватель в ДЮША. Преподаю настольный теннис. Сейчас у меня ребенок находится в команде республики, который ездит и на Россию, который ездит и на Дальний Восток. В последнее время 2 чемпиона республики. Дети, которые занимают, просто призеры турниров есть. У нас молодежь, дети очень талантливые. Я благодарна моим детям, я их очень люблю. Хотелось бы, чтобы вы вспомнили о своих корнях, ведь вы все потомки наших первопроходцев. Да, Алекминск старейший город. Алекминск. И мы все, почти все родились в этом Алекминске. Мы любим наш любимый город Алекминск. Он образовался у нас в 1635 году. Когда пришло открытие почтового тракта, Якутский почтовый тракт, да, оно дало сразу вливание народов. Ну, там в то время как раз еще открыли месторождение золота. До сих пор живут потомки этих вот золотодобытчиков. Очень большое влияние, конечно, сделали политические ссыльные. Я хотела бы рассказать о Урицком, который был сослан. И поселили его в Чукурка, тогда называлось поселение Чукурка, и после уже назвали Урицкое. Его поселили к моему прапрадеду, постояльцем он был. И эти люди очень много внесли в культуру местных жителей. Они открыли школу, они учили детей, они изба-читальня было открыли. Они ставили всякие сценки, пьесы, они знакомились с авторами. Очень горжусь, что вот именно в нашем... В истории города вливается ваша фамильная, да? Да, да. И вот, потому что Урицкий держал на коленях моего дедушку. Это все передается. Это передается у нас по наследству, так сказать. Ага. Мама тоже моя очень гордилась и написала даже поэму. Очень много посвящала и очень много рассказывала, конечно, об этом событии. Вот моя мама тоже ходила много лет. Да, кстати, была организована такая изба, где собирались, пели песни. И они, между прочим, пели на несколько голосов песни, девочки. Вот бабушка, прямо у нее такой
второй голос был, конкретно второй голос, когда вот мы сидим дома, что-нибудь, это какой-то праздник, кто-то запевает, она ждет, потом уже вступает в вторую партию уже конкретно. Может быть, это передалось нам, конечно, потому что мама тоже пела «Красной гвоздики», и мы тоже. Ну, а лёкминская культура, она занимает одно из самых важных мест в развитии культуры моды, Да, потому что даже в да, XIX веке у вас был дом моды из Парижа. Да. Что об этом рассказывают сегодня? Как ваши потомки знают об этих событиях? Очень даже замечательно, что был Ереська, который делал фотографии. Запечатлел. И он очень много, да, оставил вот это вот развитие, вот эту культуру вот это. И там фотографии такие дамочки в шляпках, такие наряды. Вот именно, да, действительно. Как настоящие, привозили, да, француженки. Да, привозили с Франции. И он свою аппаратуру, тоже фотоаппарат, привозил с Франции. И очень приятно, что вот сохранились вот эти вот пластинки стеклянные с негативами тех снимков. Их очень много. Это у нас в музее. Да, у хранится. вас краеведческий музей очень богатый, у вас Богатый, да. музей землепашества, да, земледелие очень богатый. Когда выслали, можно сказать, скопцов с Туруханского края. И они ехали по Алекме. Кто-то уехал в Вильюш, кто-то уехал в Магане были. И основались у нас в Алекминске. Ну, тогда городок был маленький, на окраине, подальше от населения их поселили. И эти люди очень трудолюбивые. Очень трудолюбивые. Они научили, можно сказать, местное население выращивать Земледелие. пшеницу, Мгм. выращивать арбузы. Они выращивали бахчевые все вот эти дыни. Ага, все вот выращивали они. Ага. И, конечно же, хлеб. Они корчевали деревья, делали поля. В общем, очень трудолюбивый народ, который тоже внес алекминскую и культуру. Да, и в развитии, развитие. в целом Сибири Да, Алекминск имеет очень большое значение. Да. Скопцы у нас еще занимались строительством. У нас до сих пор сохранились дома. Дома, которые построили скопцы, самые богатые Самые богатые. семьи. Самое Да, главное, да. что они сейчас на Они- данный момент стоят в самом центре города. Вот они были на окраине, а теперь они в центре. Там даже музей теперь у нас. Мой прадед Хлебников Григорий Накентьевич со своей женой Авдотьей Васильевной, они приехали в город Алекминск в 1753 году. Их отправили вот в село Сайнахтат, в ямщицкий станок. Вот оттуда уже потом пошел род. Мама моя Хлебникова Роза Николаевна. И вот родственники пустили корни в городе Алекминске, и мы все живем в городе Алекминске. Вот. Полевых цветов веночек в утренней росе цветов. Соловья запев свисточек, сок березовый глоток. Тишины послушать волю, по тропинке в лес густой. Поболтать с березкой вдоволь, про него и про любовь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Сколько мне еще годочков у кукушки поспрашать про любовь свою девичью, на ромашке погадать. Ключевой воды студеной, соток свежего метку, в чистом поле темной ночью, в небе звездном утону. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Я работаю в детском саду «Звездочка» воспитателем и еще дефектологом. Является руководителем детского сада «Звездочка» на данный момент Журавлева Галина Павловна.
очень творческая личность. У нас очень дружный, сплоченный коллектив. Мы принимаем участие в разных интересных мероприятиях, конкурсах, занимаем призовые места. У нас проводятся занятия с детьми как алёкмоведение для дошкольников. Ой, видите, как хорошо, Да. да? Они с детства, значит, изучают историю своего родного края. Да. Дети изучают историю своего родного края. Мы им очень много рассказываем о наших памятниках, о достопримечательностях. В летнее время мы ходим на экскурсии, показываем им нашу площадь реки, какая она у нас красивая, да. Ну и, конечно же, по всем памятникам нашего города. Также я разрабатываю авторские игры свои, например, якутские музыкальные инструменты. Игра «Меморина» есть такая у нас с ребятишками. Мы ее применяем в игре. Также это якутский быт, якутская национальная одежда. То есть у нас обязательно входит региональный компонент. Я для ребятишек пишу небольшие стихи. Ну и вот для своего 6-летнего сына я написала стихотворение про Алёкминск. «Родина, Якутия моя, здесь родился, вырос, здесь мои друзья, мама, папа, братья, вся моя семья. И горжусь я ею, радость не тая. Здесь озера, реки, Алёкминск мой родной, что зову я родиной и своей судьбой. Для меня красивей нет места на земле. Милый мой Алёкминск, благодарен я тебе». Действительно, у нас в Алёкминске очень замечательная природа, красивая. Кто приезжает к нам, хотят вернуться, посмотреть. У нас удивительная природа. И вот я хотела бы попросить Леночку рассказать, когда она была маленькая, в их поселке, там, в местности, где они жили. Опорный пункт назывался. Опорный пункт, ага. Была экспедиция. Пожалуйста, расскажи, Леночка, нам. Да, в 70-х годах, я точно не помню, я училась в 3-м, 4-м, 5-м классе. Приезжали к нам москвичи, Всесоюзный научный исследовательский институт фитопатологии. Они на поле проводили исследования. Вот я им там помогала на поле, мы так с такой радостью их встречали. Закончила школу в 81 году, ну вот я точно не помню, в 80-х годах у них вот эта организация уже как бы закрылась, и они уехали. Я училась здесь в Якутском медицинском училище, закончила медсестринское образование, потом работала в нашей центральной районной больнице с 86 года, 38 лет проработала. Сейчас вот хожу в ансамбль «Ивушки». С какого года? Мы с 98-го года мы начали все собираться. О, хороший, Когда большой, да, опыт? Да, я говорю, это вот, можно сказать, основатели, костяк основной. Вот, я говорю, не хватает еще нескольких. Лена Николаевна у нас еще сама играет на гитаре, на баяне, она Мне мама все аккордеоне, хотела да. с детства сама музыкальную школу отдать. Но так как мы жили далеко, в интернате жить не хотелось, а пешком было очень далеко ходить. И на гитаре я тоже научилась. И вот так. Вот вы все из разные профессии, разные национальности, разные культуры, да? Вас объединяет песня. Что вам дает песня? Песня нам строить и жить помогает. С песней по жизни мы живем. Когда мы встречаемся с коллективом, для нашей дальнейшей работы, для нашего творчества мы очень друг другу рады. У нас всегда хорошее настроение, мы делимся разными своими интересами какими-то между собой. Мы от старшего поколения берем богатый опыт для себя, для молодежи, да? Вот моя семья, да, сестра, мама. Мама у нас вообще приехала с Бурятии, с Забайкалья. То есть она тоже потомок забайкальских казаков, ямщиков, корни. Наш дедушка был ямщиком. Наш дедушка, бабушка, что со стороны мамы, что со стороны отца, они все творческие люди. Они все музыканты, все играют на инструментах, все пели. Папа наш тоже, он играл в ансамбле всю молодость, и вот в городе Алёкминске у них был свой ансамбль, и они вечерами на дискотеках в парке играли своим ансамблем. Ну, то есть нам гены передались, и передались нашим детям. И они у нас тоже творческие. Кто поет, кто танцует, кто стихи читает. А мы с Надей, у нас с детства тоже. Мы и в садике всегда выступали, и на якутском языке пели, и песни. И нас всегда везде на конкурсы водили. И даже мы участвовали в «Полярной звезде», наверное, совсем когда-то в детстве, малышами. еще. Мы были в вашем конкурсе еще тогда. В детстве. Да, и до сих пор поем. Сегодня у нас получается, что все гости, выходцы «Полярной звезды»,
В свое время они детьми начинали петь, танцевать, а сегодня они уже свое творчество передают своим детям. Ну, давайте мы слово дадим вашей маме. Я приехала в Алекминск в 85 году, 19 лет. Зимой был мороз такой вообще. Я приехала в Забайкалье. У нас вроде бы, ну, ветра, конечно, тоже холодно, но не до такой степени. Я, конечно, здесь была... Мне хотелось обратно уехать. Мне было так страшно, так холодно. Думаю, господи, куда я попала? Ну ничего, уже вот 39-й год я живу в Алекминске. Это уже как вторая родина моя. И дети мои здесь родились. Да, дети родились, мои здесь внуки, 4 внуков. Вот 30 с лишним лет торговли проработала и ушла на пенсию. Желаю, чтобы все вот семьи Алекминска, у кого есть дети, внуки, приходить, заниматься творчеством. Проплывают в небе облака, впереди дорога нелегка. Младоемщик песню запоет, мать, отец, невеста верно ждет. Младоемщик песню запоет, мать, отец, невеста верно ждет. По полям метелица метет, тройка лошадей быстрее идет. Ждет народ у каждого крыльца, молодого парня удальца. Ждет народ у каждого крыльца, молодого парня удальца. Нелегка ямщицкая судьба, рада видеть каждая изба. Знает вся якутская тайга звонкую песню парня ямщика. Знает вся якутская тайга звонкую песню парня ямщика. Мчатся кони ямщика, ой, дорога нелегка. Мчатся кони ямщика, ой, дорога нелегка. Проплывают в небе облака, впереди дорога нелегка. Младоемщик песню запоет, мать, отец, невеста верно ждет. Младоемщик песню запоет, мать, отец, невеста верно ждет. Мчатся кони ямщика, ой, дорога нелегка. Мчатся кони ямщика, ой, дорога нелегка. Мчатся кони ямщика, ой, дорога нелегка. В нашем Алекминском улусе очень много было станций. Это и Дельгейская, и это было и в Алекминске, и Урицкая, Санихтатская, Чукурская. Очень много для развития Алекминского района дал нам Имщицкий тракт, конечно, очень много. Да, и всей Сибири. И всей И Сибири, оно же да. до советских времен, до 1964 года они все работали. да. И поэтому это является, наверное, дорогой развития, Да. дорогой Так и общения. называли «Дорога жизни». Дорога жизни, так и называли Имщицкий тракт. И в нашем городе Алекминске вообще проживает более 60 национальностей благодаря этому. Сейчас вот я смотрю, вот каждого, почти каждого в семье касались. Кто-то был при станции, кто-то был ямщиками. Вот у меня тоже дядя вот в Урицком, тогда уже было Урицкое, он работал тоже ямщиком. У них свой отдел такой был, они ездили от одной станции к другой, потом возвращались. Вот, и каждая семья вот коснулась вот это вот. Все, это действительно река жизни пошла. И каждый коснулся, и каждый чего-то оттуда взял или вылилось оттуда. Я хочу, Привезли чтобы вы образование. являлись, ансамбль «Ивушка», сподвижниками исследовательской деятельности ваших предков. Надеюсь, что наша встреча в «Полярной звезде» даст вам большие цели и задачи. И думаю, Это точно. Да, в это пятилетие мы с вами еще не раз встретимся. Обязательно. Да. Наш ансамбль, когда организовался, было решено, что будут исполнять песни местных авторов. И наши поэты и мелодисты специально писали для нас песни. Это Емельянова Татьяна, Эдуард Корнилов, Владимир Миронов, Анатолий Остапчук,
Хайбарова Надежда. На их стихи у нас накладывали мелодию мелодисты, такие как Емельянов Владимир, Кузакова Сергея песни исполняли, Бернов Петр Петрович. Он для нас тоже сочинял специально стихи, на которые накладывали мелодию. И такая известная песня «Тальники», очень душевная, красивая песня. Тоже ивушки исполняют эту песню. Местных авторов песни, пели российских авторов, ну там современные, в современной обработке, всякие разные. Но никогда не углублялись в казачьи, никогда не углублялись в ямщицкие песни. И вот последние годы как-то задача такая в голове стала, что нужно вот теперь и казачью культуру развивать, и вот сейчас ямщицкую. Поэтому мы сейчас вообще, да, углубляемся, стараемся искать какие-то вот совсем старые песни, хочется найти, вот чтобы их исполнять. Ну, как-то вот теперь в это русло конкретно пошли уже. Мы вам пожелаем больших творческих успехов. Из песней по жизни делали нашу республику еще краше. Спасибо. Мы хотим спеть для вас песню про наш родной Алекминск. Музыка Владимира Емельянова, слова Татьяны Емельяновой. Известно мне, что есть края другие, иные реки, горы и поля, но дорог сердцу уголок России, Алекминская малая земля, но дорог сердцу уголок России, Алекминская малая земля. Пусть говорят, что здесь снега седые, и что морозы душу леденят. Пойми меня, великая Россия, что здесь на Лене родина моя. Пойми меня, великая Россия, что здесь на Лене родина моя. Черемух цвет, тропинка луговая, заря зарею водит хоровод. И этот край с душой преображает трудолюбивый северный народ. И этот край с душой преображает трудолюбивый северный народ. И вот на такой приятной ноте мы сегодня заканчиваем нашу встречу. Но мы говорим до свидания, друзья алекминчане. И мне, конечно, очень приятно, как автору проекта «Полярная звезда», видеть здесь своих первых конкурсантов, которые уже продолжают передавать культуру своего народа своим детям и в дальнейшем, конечно, внукам. Государство держится на наших семьях, а наши семьи пусть с песней идут по жизни и будут все счастливы.